Автоинспекторы из Барнаула присмотрелись к нарушительнице, а ей посоветовали прислушаться к словам экспертов. Елена заплатила очередной штраф за использование тонировки. Составить протокол полицейским удалось не сразу. Девушка оказалась крайне общительной, настолько, что патрульным пришлось вызывать подкрепление. Никогда еще инспектору Андрею Гнуеву не приходилось звать на помощь собственного начальника. На этот раз справиться своими силами патрульный не смог. Нарушитель, точнее нарушительница, сотрудника ГИБДД уверенно игнорировала. На вопросы не отвечала, документы не показывала и в конце концов пообещала старшему лейтенанту, что скоро его уволят. Инспектор вам подошел, сказал вам нарушение, какое у вас допущено. У вас затонированные стекла. Когда сотрудник полиции остановил меня, он должен изначально ко мне подойти и представиться. Сказать, какое звание, его имя, фамилия, правильно? Я двигалась, не нарушая, у меня не было никакого нарушения. Я двигалась ровно по своей полосе. Вы меня можете остановить на постах ГАИ. Объяснять тонкости работы полиции Елена, кажется, готова без остановок. Даже заместителю командира батальона. Полицейские пытаются нарушительнице ответить, но она будто их не слышит. Глухая тонировка привлекла внимание патрульного. В конце концов, водительское удостоверение и документы на машину Елена достала. Еще какое-то время потребовалось, чтобы она позволила проверить стекла при помощи специального прибора. Все ваши угрозы, которые вы мне предъявляли, записаны на телефон. Сегодня же я обращусь в службу УСБ для подачи заявления на вас. Это вас сразу объясняю. Да, пожалуйста. Перед проверкой девушка тщательно протирает стекло, но даже после этого аппарат показывает, тонировка в 30 раз превышает норму. Пока за это штрафуют на 500 рублей, а с 1 июля, предупреждают полицейские, еще и номера будут скручивать. Елена призналась, квитанции за черную пленку на стеклах ей выписывают чуть ли не каждый месяц, но выйти из сумрака девушка упорно отказывается. Это нарушение, но за это нарушение я же могу платить деньги. Мне удобно двигаться затонированным транспортным средством. Решать эту рядовую проблему приехали друзья Елены, но избежать штрафа девушке так и не удалось. 1,5 часа патрульные потратили на то, что обычно занимает не больше 3 минут. Протокол она подписала, но все-таки напомнила инспектору, что его ждут проблемы на службе. Михаил Чебаненко, телекомпания НТВ, Барнаул.